Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. За любое злодеяние следует наказание в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. От каких факторов зависит приговор, более строгое наказание, либо менее? Об этом расскажет гость студии Михаил Колесов, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с такого более общего понятия. Какие цели преследует наказание? Необходимо начать с того, что наказание – это есть мера государственного принуждения, которая назначается исключительно по приговору суда, исключительно лицам, совершившим преступление. И исходя из этого, наказание у нас преследует всего три цели, которые предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации. Это, конечно же, исправление осужденного в первую очередь, достижение социальной справедливости и предупреждение совершения преступлений в последующем. Последнее можно разделить на две части, на частную и на общую. Частная преследует непосредственно предупреждение совершения повторных преступлений с осужденным лицом, а общая у нас относится уже к иным лицам, которые на примере наказания, назначенного осужденному лицу, воздержатся от совершения подобных преступлений. Кто у нас все-таки занимается назначением наказания? Суд или прокуратура, или совместная коллективная работа? Назначение наказания у нас занимается непосредственно суд. В этом, конечно же, принимает участие прокурор. В суде он именуется государственный обвинитель. Естественно, суд, прежде чем уйдет в совещательную комнату, он заслушивает мнение как государственного обвинения, так же и стороны защиты потерпевших, подсудимого, защитника, все стороны. А если говорить об условиях наказания, какие условия, обстоятельства учитываются при назначении этого наказания за совершенное преступление? Судом назначается наказание с учетом степени и характера общественной опасности совершенного преступления, личности виновного лица. Если мы сейчас говорим именно о назначении наказания, мы разговаривать уже о процессе доказывания не будем. Предполагаем, что лицо у нас виновно в совершении преступления, и ему назначается наказание именно с учетом его личности, а также в том числе смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Можете рассказать что-нибудь на примере смягчающих и отягчающих обстоятельств? Что это такое? Смягчающие наказания обстоятельства – это те обстоятельства, которые указывают на пониженную степень общественной опасности совершенного преступления, либо на те обстоятельства о личности, говорящие о личности виновного лица, которые указывают, что он может достичь исправления или социальная справедливость может быть достигнута путем назначения более мягкого наказания из предусмотренных определенной статьей особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 61 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 8 смягчающих обстоятельств. Этот перечень, если такие обстоятельства имеются, суды обязательно должны их учесть при назначении наказания. Но часть 2 указывает на то, что и другие обстоятельства могут быть признаны судом смягчающими. Это уже право суда. То есть если в части 1 указаны те обстоятельства, которые суд обязательно должен учесть, то в части 2 предусмотрено, что суд может и другие обстоятельства признать смягчающими, но это, как я уже сказал, будет правом суда. В Верховном суде часто рассматриваются апелляционные жалобы стороны защиты, где адвокат или сам осужденный указывают о том, что судом не учтены те или иные смягчающие наказания обстоятельства. К примеру, может быть таким частичное заглаживание вреда, причиненным преступлением. Многие защитники, осужденные считают, что данное обстоятельство включено в часть 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и суд при назначении наказания обязан это учесть. Действительно, часть 1 предусматривает погашение, заглаживание вреда, причиненным преступлением, но там подразумевается исключительно полное его заглаживание вреда, причиненного преступлением. Если же это сделано частично, то суд может уже, пользуясь своим правом на основании части 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признать это смягчающим обстоятельством. А если про отягчающие говорить? Отягчающих
наказание обстоятельств больше. Их статья уже 63 предусматривает 18, но этот перечень является закрытым. То есть иные обстоятельства суд не вправе признать отягчающими. Ну и такими обстоятельствами у нас могут быть, значит, совершение преступления родителям в отношении своего ребенка, совершение преступления с использованием форменного обмундирования. Кстати, значит, возглавляет список совершения преступления при рецидиве преступлений. Повторное. Да, повторное, грубо говоря, повторное. Допустим, преступления, совершенные группой лиц, преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, они как-то отягчающие, входят в список отягчающих обстоятельств? Значит, преступление, совершенное группой лиц, оно является отягчающим обстоятельством, наказание обстоятельством в случае, если диспозиция статьи, особенно части Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть которая описывает преступление, уже не включает в себя в состав совершения преступления именно группой лиц. Вот. А что касается совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, то данное обстоятельство может быть признано, значит, судом на основании части 1 со значком 1 статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суд с учетом общественной опасности, обстоятельств совершенного преступления может признать совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством, ну, а может и нет, в зависимости от обстоятельств дела. Михаил Владимирович, вы упомянули рецидив преступления. Что это такое и как его наличие влияет на назначение наказания? Рецидив преступления – это, если с этимологии начинать, с латинского означает повторение. Ну, вот. Значит, рецидив преступления – это совершение лицом ранее судимого за умышленное преступление вновь умышленного преступления. Вот. Значит, судом рецидив преступления учитывается в качестве отягчающего наказания обстоятельства. Вот. Значит, само наличие рецидива преступления означает то, что ранее назначенное наказание, значит, лицу не повлекло достижения цели. То есть лицо не исправилось, оно вновь, что самое необходимо отметить, совершило умышленное преступление. Ну вот. Рецидив бывает разный, он, значит, зависит на наказание, которое будет в последующем лицу назначено, если оно будет признано виновным в совершении преступления. То есть, к примеру, за совершение, значит, рецидив у нас бывает простым, опасным, особо опасным. Ну вот. И вот, к примеру, за совершение преступления при особо опасном рецидиве, да, лицу, совершившему преступление, мужчине, да, наказание назначается в виде лишения свободы, если, значит, именно с отбыванием наказания в колонии особого режима. Женщинам же при любом виде рецидива назначается наказание с отбыванием в колонии общего режима. Вот, вот таково влияние, значит, наличия рецидива на назначение наказания. А как-то влияют ранее полученные условные сроки вот на приговор, если, допустим, человек снова попался? Значит, наказание, ну, с учетом того, как суд оценил деяние, совершенное преступником, да, то есть преступление, значит, с учетом его личности, значит, суд может прийти к мнению о том, что наказание может быть назначено не реально, а условно, да. В этом случае, значит, лицо ставится на учет в орган, ведающий исполнением наказаний, да, в данном случае в уголовно-исполнительной инспекции. Вот. И в случае, если в период испытательного срока, да, то есть если наказание назначается условно, то лицу назначается испытательный срок. В случае, если в течение испытательного срока лицо вновь совершает преступление, значит, в зависимости от тяжести преступления судом может быть назначено наказание на основании статьи 70, значит, по совокупности приговоров. То есть сперва судом решается вопрос о назначении наказания за преступление, за которое судится лицо, а потом уже решается вопрос о отмене, значит, условного осуждения по предыдущему приговору и присоединении наказания в соответствии с порядке, предусмотренным статьей 70 Уголовного кодекса Российской Федерации. А вот по рецидиву есть какая-то статистика? Это же, ну, немножко даже устарелое понятие. Там, раньше же в 90-х был вроде рецидивист, устоявшийся, так сказать, термин. Как-то меняется статистика по рецидивистам в республике? На этот вопрос я вам сейчас не отвечу, поскольку, готовясь к
к интервью статистические данные не изучал, но могу вам сказать, что это не устаревшее понятие. Значит, в Уголовном законе рецидив преступления как тогда предусматривался в советское время, так он и имеется, это понятие и сейчас. И оно существенно влияет на назначение наказания, на его размер, на вид наказания. Вот. Ну, конечно, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс не содержат в себе понятие рецидивист, именно относительно вот, к лицу. Вот. Это скорее, наверное, такое устоявшееся, что у нас в народе, да, имеется понятие. Михаил Владимирович, какую ответственность несут за совершенные преступления люди, страдающие психическими заболеваниями? Это интересный вопрос. Значит, лицо, прежде чем лицо перестанет перед судом, значит, следствие устанавливает, значит, не совершило ли лицо, значит, общественно опасное деяние. То есть мы сейчас не называем преступлением, да, совершение действий, предусмотренных особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, а общественно опасным деянием. И следствие, значит, в любом случае назначает судебную психиатрическую экспертизу, которая, в числе прочего, устанавливает, значит, страдает ли лицо психическим заболеванием, исключает ли, значит, психическое заболевание вменяемости лица, да, когда заболело это лицо, то есть на момент преступления страдало ли оно этим самым заболеванием. Ну, вот. В последующем, значит, если будет установлено, что лицо на период инкриминируемого деяния не осознавало степень и общественную опасность своих действий, да, то есть болезнь исключала это, да, то такое лицо не признается преступником, оно не считается совершившим преступление, а считается совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот. Данное лицо освобождается от уголовной ответственности, но к нему, в зависимости от того, значит, представляет ли лицо опасность для себя и для окружающих, применяются меры медицинского характера. Ну, вот. Они у нас бывают разные, в зависимости от, опять же, обстоятельств, в зависимости от того, значит, какие рекомендации указаны в судебной, значит, заключении судебной психиатрической экспертизы. Может назначаться либо амбулаторное лечение, либо лечение в стационарных условиях, в зависимости от учреждения, то есть с интенсивным наблюдением, либо не очень. Ну, вот. Ну и надо отметить, что есть нюансы. То есть, допустим, если мы приходим к тому, что лицо, будучи совершая преступление, осознавало степень общественной опасности своих действий, значит, либо было психически здоровым, либо же, значит, оно болело, значит, заболеванием психиатрического профиля, да, не исключающим вменяемость, в данном случае наказание назначается наряду с принудительными мерами медицинского характера. То есть сами по себе принудительные меры медицинского характера, они не являются наказанием. Михаил Владимирович, спасибо за интересную беседу. Благодарю за то, что пришли в студию к нам и ответили на наши вопросы. Ни за что. Это было актуальное интервью. До новых встреч.